В исследовании, которое является первым в своем роде, ученые университета Макс Плака по изучению мозга пришли к выводу, что решения принимаются нами на уровне подсознания за 7 секунд до того, как мы можем их воспринять сознанием. В исследовании участникам предоставлялась полная свобода использования правой или левой руки для нажатия кнопки перед ними. И они должны были дать понять исследователям то мгновение, когда они приняли решение о том, какую руку они будут использовать. И с помощью магниторезонансного томографа ученые смогли с предельной точностью определить, какую руку будет использовать подопытный за 7 секунд, прежде чем он осознает свое решение. Как же это происходит? Профессор биологии Стэнфордского университета Брус Липтон раскрывает принцип работы подсознания, говоря, что его работу можно сравнить с гигантским компьютером, в котором записаны данные о программах действия и поведения, приобретенные в большинстве своем в первые годы жизни человека. Он говорит о наличии двух уровней разума – сознательный и подсознательный. Сознательный разум мыслит самостоятельно и создает новые мысли за пределами банка данных. Он также отвечает за действия, которые нуждаются в логическом и математическом мышлении. Скорость его работы составляет 40 бит в секунду. Бит – это самая малая величина цифровой информации в компьютерах и устройствах связи. Что касается подсознания, то оно действует на основе строго очерченной программы. Его ответ и реакция являются автоматическими и неосознанными, основанными на прецедентах поведения, записанных в сознании ранее. Оно действует без осведомленности об этом или контроля со стороны сознания. Скорость его работы составляет 40 миллионов бит в секунду. Поэтому оно намного сильнее и быстрее, чем сознание. И оно упорядочивает и регулирует процессы нашей жизни. Ученые установили, что от 95 до 99% наших решений и действий, эмоций и чувств, ощущений и реакций основано на активности именно подсознания. Оно отвечает за скорость биения сердца, частоту дыхания, а также за все процессы, неподвластные воле человека. Наилучшим примером роли сознания и подсознания является то, что происходит при обучении чему-нибудь новому, как, например, обучение вождению автомобиля. В первое время является трудным и даже невозможным для человека делать что-либо дополнительное во время вождения, как, например, говорить с человеком, который сидит по соседству, на тему, которая требует концентрации. Однако через несколько недель вождение становится обычным делом, и человек может с легкостью за рулем говорить по телефону или даже отправить сообщение. Причина в том, что вождение переместилось из сознания в подсознание, и сознание освободилось и получило возможность отвлекаться на другие задачи, такие как разговор по телефону. Как же можно запрограммировать разум на уровне подсознания? Путем частого повторения. С помощью повторения, а не логических доводов, человек может измениться. Повторение чего-либо, пока это не станет обычным делом, которое не нуждается в концентрации и размышлении. Ты выходишь из дома и управляешь автомобилем, и даже не задумываешься о том, как ты доехал до офиса. Также обстоит дело с привычками, нравами, характером и поведением и со всей жизнью человека. Другой способ, который открыли ученые недавно, это воздействие веры и молитвы на подсознание. Обнаружено, что во время смиренной молитвы активизируется височный отдел мозга. Это отдел, отвечающий за эмоции, за понимание смыслов и запоминание новых идей. Поэтому установлена способность веры и молитвы развивать подсознание и снабжать его программы новой информацией и эмоциями, что ведет к формированию нового образа жизни. Ответственность нашего общества заключается в необходимости создания правильного климата, благого окружения и благодатной почвы для формирования разума, который бы не отклонялся от естественной сути, которую сотворил Всевышний Аллах, свят Он и возвышен. Истинное сражение, с которым сталкивается любое общество в любой отрезок времени, это не сражение против захвата земель. Поистине, это сражение против захвата мышления и разума. Это не замена одного народа на другой, а замена одной идеи на другую, одной основы на другую, одного убеждения на другое. Человек и есть сила этой жизни. И тот, кто способен защищать, а земля не способна, кроме как смиряться с действиями человека.
Если кто-то желает захватить народ, ему следует захватить его мышление и разрушить их решительность и веру в свою значимость. В таком случае и открывается доступ к их землям и всевозможным благам.